Так, нам осталось выслушать в качестве третьего лица представителя жителей этого парка, или как, я не знаю, как сказать, да? Так, для начала давайте установим вашу личность. Пройдите к трибуне, скажите, Я Закирова дайте Сивара. информацию о себе. Да, я Закирова Сивара, я представляю объект. Подождите. Год рождения, место жительства, место работы. Закирова Сивара, родилась 9 января 1975 год. Временно не работаю, сейчас я нахожусь в пенсии, я бывшая военнослужащая. Живу по улице Тоханалиева, 153, дробь 2, квартира 25. У вас есть документ, удостоверяющий личность? С собой сейчас нету. Так как мы не успели зарегистрироваться, поэтому я с собой не смогла все это принести. Нет, это есть. Паспорт, да. Паспорт я это имею в виду. Нам не нужен другой документ. Так, пожалуйста, вам предоставляется слово в качестве третьего лица по ходатайству обращающейся стороны. Уважаемый Высший суд, уважаемые участники процесса, в материалах дел я также заявителя подробно описали детали данного дела, поэтому я не буду подробно останавливаться на нормах права. В своем обращении я лишь хочу отметить, что когда мы приобретали квартиры на данной территории, там не было никаких парков, дорог, тротуар, там был пустырь. И тем более никто нам не сказал, что эта территория принадлежит парку Ататюрк. Покупатель, прежде чем приобрести какую-либо недвижимость, смотрит на документы, в порядке ли они. Если красная книга или дом, или недвижимость был построен на зеленой книге и так далее. В нашем случае точно так же и произошло. Красная книга имеется. Некоторые участки проданы через аукционы. Хочу заметить, что аукционы проводились нашими государственными органами. Государство в лице наших государственных и муниципальных органов выдает разрешительные документы на строительство, на проведение газа, света, отопления. Простые граждане не могут самостоятельно провести эти коммуникации. Также на данной территории не живут самозахватчики. Никто самовольно не воздвигал здания и сооружения. Все эти этапы согласовывались с государством. Согласно нашей Конституции, мы являемся правовым социальным государством. Это означает, что политика нашего государства должна быть направлена на защиту таких принципов, как социальное равенство и социальная справедливость. Каждому гражданину со стороны государства должно было обеспечено достойное качество уровня жизни. А в реальности мы столкнулись, что это государство в лице мэра города Бишкек, не соблюдая никакие правовые принципы, выставляет жителей данного района на улицу. Хотя этим же жителям они и сами давали разрешительные документы на право собственности. Мэр во всех своих интервью говорит, что незаконно выдали разрешительные документы на эти дома. А вот нас интересует, были ли привлечены эти чиновники, которые незаконно раздавали эти участки. Почти что 90% жителей этой территории являются добросовестными покупателями, которые покупали эти квартиры у вторых, третьих хозяев. А прокуратура, когда обязана была обеспечить верховенство права в нашем государстве, в свое время не соблюдали. Мы прекрасно понимаем, что границы парка должны быть обозначены, но это должно было соблюдаться с самого начала, то есть с 1992 года. А раз само государство продавали земельные участки в этом парке, нынешние жители не виноваты в этом, и они не должны теперь освобождать свое единственное жилье. Пусть государство устанавливает оставшие границы этого парка, либо вводит мораторий до выяснения всех обстоятельств. А если нас будут выгонять на улицу, так пусть государство, которое выбрало такую модель правления, выплачивает всем денежную компенсацию. Мы понимаем, что Конституционный суд рассматривает вопросы права, но также может помочь нам, тысячам простым людям, выйти из этого положения. Дать направление государственным органам по соблюдению принципа права собственности, который по Конституции является незыблемым. Но не просто указать на противоречие или на противоречие Конституции, но и указать им правильный правовой путь выхода из этой ситуации. На ваш суд надеются тысячи людей, и это не эмоции. Конституционный суд – наша последняя надежда в решении этого вопроса. Также я вот по ходу, могу я задать Мере вопрос, да? Как жить? Не могу? Нет. Просто хотела тоже один вопрос задать. У вас все? Все. Спасибо. Присаживайтесь.